Великий танцор Кавказа, иначе его не назовешь. Танцор и балетмейстер Георгий Дзыба – это легенда кавказского танца. Танец в исполнении Георгия производил неизгладимое впечатление на всех зрителей. После его выступления выходить на сцену представлялось сложным, ведь он поднимал танцевальную культуру каждого кавказского народа. Наши первые съемки произошли именно здесь, выездные. И у нас, когда проходило интервью с Майей Герзмавой, она сказала такую фразу: даже когда его не стало, очень много лет, мы, прежде чем подбодрить себя перед сценой, очень часто говорили такую фразу: «Танцуй как Дзыба». И фильм сам себя назвал, я считаю. Об этом же нам говорили и в Республике Чечня, когда мы ездили и брали интервью, что его ученики писали на ичигах «Танцуй как Дзыба» и подбадривали себя именно этой фразой. Поприсутствую, посмотрю, что они сняли, какой фильм. Он заслуживает вообще всякое. Такого трюкача, такого танцора редко вообще на Кавказе. Царство ему небесное, я знала, правда, мало я успела, когда я пришла совсем молоденькая, он уже был большим солистом. Вот. Потом он ушел как-то, но на Кавказе равного не было. Пусть таких побольше будет на Кавказе танцоров. В День памяти выдающегося танцора Международное объединение Алашера и фонд Мусы Игзекова решили снять фильм про балетмейстера Георгия Дзыба. Документальный фильм «Танцуй как Дзыба» осуществлен в рамках проекта Амазара. Много лет обсуждалась идея создания этого фильма, и вот только год назад он был снят. Создатели документальной ленты собрали по крупицам воспоминания о танцоре, записав людей, знавших его. У нас один танец поставил, как балетмейстер. И в этом танце, значит, на каждого он так смотрел, кто выглядит нормально, себя хочет показать в этом танце. Он знал, вот так посмотрит, так, сюда иди, тот сюда иди, ты здесь подходишь, ты сюда подходишь, вот так вот, такой был. Какие данные ты имеешь, он использовал. Вот так вот было. Многие, наверное, знают проект Амазара, автором идеи, кстати, который являлся Муса Кабалевич Игзеков. Вот. И, как многие знают, это проект, направленный на сохранение и развитие нашего культурного наследия. В рамках этого проекта были сняты фильмы про наши танцы, про нашу музыку национальную, про изготовление национальных инструментов, про ножи наши, про абхазские национальные игры. Вот, то есть очень много фильмов было снято. Этот фильм, который мы сегодня презентуем, он уникален тем, что это первый биографический, скажем, фильм в рамках этого проекта. Вот, фильм, который рассказывает о великом танцоре. Лауреат мировых наград, человек, вдохновивший не одно поколение артистов, Георгий Дзыба родился и вырос в Карачаево-Черкесской республике. Еще с подросткового возраста у танцора проявился талант к музыке и танцам. Каждое его движение было отточенным. Он был настоящим знатоком своего дела. Шене на одно колено он выполнял с закрытыми глазами, ставил самые сложные связки в танцах. К сожалению, на сегодняшний день многие о нем не помнят, многие о нем не знают. И как раз вот своим фильмом мы решили изменить эту ситуацию. И этот фильм очень ценен для того, чтобы не только сохранить память об этом легендарном человеке, но и для того, чтобы сохранить память о том колоссальном вкладе, который он внес в танцевальную культуру народов Кавказа. Мы смогли заснять его ближайших родственников, мы смогли найти фотографии с этим человеком, где он, на которых запечатлен он в разных регионах Кавказа. Есть старые снимки, есть старые видеозаписи, как он танцует со своей матерью. Мать у него, кстати говоря, заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики. В свое время Георгий Дзыба выступал в Черкесском национальном ансамбле песни и танца. За время работы в ансамбле он создал много номеров. Всем запомнились абазинский джигит и танец абазинских наездников. Хореограф-балетмейстер работал также в Майкопе. Далее судьба направляет его в Дагестан в ансамбль «Лезгинка». Затем Чечня, участие в ансамбле «Войнах». Георгий Дзыба работал и в других городах Советского Союза. У нас родилась с нашей командой идея, чтобы это был не просто документальный скучный фильм, чтобы был такой-то, танцевал-то там-то. Мы нашли замечательного танцора в лице Димы Коралова.
он тоже по своей профессии трюкач, барабанист. Он проникся всем этим сюжетом и хорошо передал полностью весь образ героя. Написали интересный сценарий, и я думаю, у нас эта задумка получилась. И получился такой документальный, но очень динамичный фильм. Я хочу, чтобы мы этим фильмом, может быть, достучимся до многих мальчишек, и они пойдут по его пути. Когда Георгий Дзыба получил звание «Заслуженный артист РСФСР», ему было всего 24 года. И среди танцоров ему не было равных. Именно он впервые придумал и поставил танец с саблями. А уже потом кавказские балетмейстеры брали с него пример. Среди номеров, которые ставил Георгий Дзыба, есть одна хореографическая композиция, которая длится более 15 минут. Хореографическую композицию «Под небом Вайнахов», который осуществил, будучи балетмейстером ансамбля «Войнах», Георгий Дзыба. И этот танец, хочу вас обрадовать, по сегодняшний день идет в программе ансамбля «Войнах» и является одним из лучших танцевальных произведений. Это о многом говорит. В 1973 году танцор Георгий Дзыба приезжает в Абхазию, где начинает работать в государственном ансамбле песни и танца. Также он танцевал в ансамбле «Шаратын», где успел поставить несколько номеров. Он был всегда строг к себе, работал и творил до конца своих дней в Абхазии. Ушел из жизни в возрасте 57 лет. В этом году Георгию Дзыба исполнилось бы 91 год. Налач Хинджерия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.